Здравствуйте, в эфире итоговая информационная программа. Меня зовут Константин Куцвалов. Смотрите выпуски. Нарушение правил дорожного движения теперь фиксируют новые камеры. Только за апрель в Кызыле техникой фото-видеофиксации оснастили 11 перекрестков. Тувинские лесничие проверяют соблюдение особого противопожарного режима. Репортаж из тайги. В Туве работает школа Леонида Лунстрима. Известные на весь мир музыканты дают концерты и мастер-классы для детей. Близится 1 мая, любимый праздник весны и труда. Не за горами и летний оздоровительный сезон. Видный государственный деятель, кавалер Ордена Дружбы Народов Чимит-Доржу Андар празднует 90-летие. Глава Тувы Владислав Хавылык юбиляра наградил орденом Буяна Бадыргы первой степени. И расскажем о мастере по изготовлению мебели. Продолжаем поддерживать местных производителей. Нарушение правил дорожного движения теперь фиксируют новые фото-видеокамеры. Так, на дорогах республики установлено 10 таких устройств. В Кызыле их еще больше. Только за апрель в столице Тувы техникой фото-видеофиксации оснастили 11 перекрестков. Тему продолжит Айдана Хавылык. Штраф за нарушение правил дорожного движения от 1,5 до 2,5 тысяч рублей грозит тем водителям, которые не пропустили пешеходов на пешеходном переходе, а также заехали за стоп-линию, то есть наехали на зебру. Изначально камеры отслеживали превышение скорости движения, но сейчас приборы контролируют соблюдение почти всех основных требований ПДД. Основные нарушения, которые фиксируются камерой, это проезд на красный свет, нарушение стоп-линии, скоростной режим. Фиксируют нарушение неправильных поворотов, разворотов, то есть выезд не из своей полосы, там, в правый или в левый поворот. По республике есть еще камеры, которые также направлены на выявление нарушений выезд на встречную полосу. Камеры работают круглосуточно. Они имеют автономные отопители и для зимнего времени. Также приборы нового поколения распознают так называемые отражатели, которыми заклеивают номера автомобилей. На сегодня 37 единиц по всей республике имеются и 3 передвижных. В этом году установили 23 единицы. На дорогах Тувы расположено 10 камер, в Кызыле их 11. Они расположены на улицах Кочетова, Титова, Комсомольская, Интернациональная, Магистральная, Шевченко, Тувинских добровольцев, Рабочая, Бухтуева, Чульдума, Кичилола и Советская. На перекрестках, где установлены камеры видеофиксации, знаков или разметок, предупреждающих о введении видеонаблюдения, не будет. В этом году внесены изменения в ПДД. То есть сейчас знаки устанавливаются о том, что ведется фото-видеофиксация нарушений при въезде в город. Теперь по закону уведомлять, что на том или ином участке в городе расположен комплекс фото-видеофиксации, не обязательно. На дорогах регионального, федерального значения эта практика осталась. То есть там в обязательном порядке устанавливаются знаки, что на отрезке дороги ведется фото-видеофиксация. Кроме камер, фиксирующих нарушения ПДД, установлены еще и камеры обзорные, с помощью которых можно доказать, виноват или не виноват водитель в ДТП. Айдана Хавылык, Буян Оюн, Миранергит, Тува 24. Количество камер на дорогах растет, и на это есть ряд причин. Во-первых, такие камеры дисциплинируют автомобилистов. Камеры стали серьезным сдерживающим фактором для водителей, нарушающих ПДД. Во-вторых, фото- и видеосъемка разгружает инспекторов ГИБДД. В-третьих, это помогает при разбирательствах причин ДТП. И в-четвертых, на дорогах стало безопаснее. Сегодня гость нашей студии – министр дорожно-транспортного комплекса Тувы Шаран Чиргалол. Шаран Александрович, число фото- и видеокамер на дорогах Кызыла республики растет с каждым годом. Дает ли это свои плоды? Безусловно, конечно же, камеры фото- и видеофиксации, работающие в автоматическом режиме, они влияют на безопасность дорожного движения. У нас в текущем году запланировано приобретение перекрестков и камер, которые будут установлены на региональной сети. По количеству это у нас порядка 11 единиц на перекрестках и на региональной сети. В том числе мы приобретаем дополнительно передвижные комплексы. В общей сложности у нас сегодня 37 комплексов и в дополнение еще у нас более 20 единиц. Мы находимся, к сожалению, в десятке регионов, на местах десятки регионов, где высокий рост смертности от количества ДТП. В текущем году этот показатель он снижается. Работа в целом по увеличению количества камер
фото-видеофиксация, она будет планомерно у нас вестись. У нас есть планы по ежегодному приобретению данных устройств до 2024 года. В Кызыле на некоторых улицах убирают деревья. Люди спрашивают, интересуются, для чего это делается. Да, к сожалению, у нас инфраструктура в целом транспортная по городу и в целом по городской агломерации, она не столь развита. И есть один из факторов. У нас на сегодняшний день только в городе зарегистрировано там порядка 50 тысяч единиц транспортных средств. Соответственно, растет число транспортных средств, перегружаются улицы. Мы в целом ведем работы капиталоемкие, мероприятия по реконструкции улиц, уширением. Вот мы видели, да, в прошлом году и в позапрошлые года у нас и улица Пайхакская, улица Титова, улица Подходы к мосту, сам мост коммунальный, подъезды города. И сегодня также остро назрел вопрос по парковочному пространству. Инициировано правительством Республики Тыва этот вопрос. На сегодняшний день у нас ряд есть участков, на которых мы запланировали обустроить парковки. Это у нас по улице Кочетова и по улице Ленина. По улице Кочетова это у нас от центральная часть, от Найрала до Дом быта и чуть до улицы Интернациональной. И по Кочетову там по возможности, опять же, повторяюсь, к сожалению, данная мера, конечно же, обусловлена с необходимостью вырубки деревьев. Министерство лесного хозяйства и природопользования региона объявило о запуске всероссийской экологической акции «Зеленая весна». Она продлится до 23 мая. Такие субботники объединяют усилия людей, показывая не на словах, а на деле свою любовь к окружающему миру. Бережное отношение к природе можно показать, придерживаясь правил особого противопожарного режима. Он продлится до середины мая. В Туве действуют несколько ограничений. К примеру, нельзя выезжать в лесные массивы. В рейд с лесничими отправился Сайгун Бирбю. Сегодня во всех лесничествах Тувы выставлены подобные посты в целях предупреждения въезда граждан в лесной массив в период ограничения. Станция «Тайга». Здесь сегодня рейдуют инспекторы Кызылского и Туранского лесничеств. К ним подключились госинспекторы природного парка Тыва. Территория колгоспного участка «Тайга» составляет более 23 тысяч гектаров. В этот период важно своевременно предупредить возможность ущерба лесному хозяйству республики. Каждый год в Туве в это время возникает опасность лесного пожара. На некоторых участках выгоревший лес не мог восстановиться даже спустя 7 лет. Главная задача тувинских лесников – не допустить подобного. Пребывание граждан в лесах, весь них транспортных средств ограничено. Без регистрации и получения разрешения на посещение лесных массивов от органов лесного хозяйства посещение лесных массивов запрещено. За нарушение особого противопожарного режима предусмотрена серьезная ответственность. За несоблюдение требований правил пожарной безопасности в лесах виновные лица несут административную ответственность по статье 8.32 от 4 тысяч рублей, а также уголовную ответственность по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации, если повлекло уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением значительного вреда более 50 тысяч рублей. Защитники леса больше всего боятся, что отдыхающие начнут разводить костры в подобных местах, ведь каждая искра может повлечь непоправимую беду. На днях из-за поджога степной травы пожар чуть не перешел в тайгу. Благодаря самоотверженности стражей леса и добровольных пожарных огонь удалось локализовать. Очень просим жителей и наших гостей быть очень осторожными и не разводить костров во избежание пожара в период сухостоя. Сотрудники МЧС отмечают, введение особого противопожарного режима помогает контролировать обстановку. Всего с начала пожароопасного сезона зафиксировано 53 ландшафтных пожара. Более 60 раз подразделения пожарной охраны выезжали на тушение сухой травянистой растительности. 15 граждан оштрафованы за сжигание сухой травянистой растительности на общую сумму 30 тысяч рублей. Предупреждение получили 5 граждан.
Для предупреждения пожаров применяют беспилотники. С их помощью оперативно выявляют опасные участки и граждан, которые игнорируют особый противопожарный режим. Рейдовые мероприятия продолжаются. Уважаемые земляки, гости нашей республики, давайте чуть-чуть подождем завершения пожароопасного периода. Не будем эгоистами и оставим вот это богатство нашим потомкам. Сайгын Бирбюч, Айхан Донгак, Азамат Очур, Тува-24. В Туве работает школа Леонида Лундстрима. Открытие состоялось в Тувинской государственной филармонии. Известные на весь мир музыканты прибыли в регион в рамках Года культурного наследия народов России. Представители творческой мастерской исполняют для тувинского зрителя произведения мировой классики, учат детей по классам скрипки, виолончели и фортепиано. О работе школы расскажет Айра Асад. На сцене музыканта с мировым именем концерт открывает Владимир Нор, виолончелист, лауреат премии всероссийского конкурса имени Давыдова. Торжественное открытие творческой школы Леонида Лундстрима проходит в стенах Тувинской госфилармонии. Тува становится участником уникального проекта не впервые. Они уже в 2019 году были. И в 2020 году мы тоже отправили своих преподавателей и детей на зимние творческие школы. И в прошлом году, буквально в апреле месяце, тоже приезжали, тоже мастер-классы давали, совместно концерт давали. Представители творческой мастерской Леонида Лундстрима, победители различных всероссийских и международных конкурсов, музыканты выступают в лучших концертных залах России и зарубежья. На концерте Лундстримов уже бывали. Очень обрадовались, когда увидели афишу о том, что они снова приезжают. Такую музыку редко в нашей республике можно услышать. Мне вообще очень нравится сама музыка, потому что она очень приятна для души и для ушей. Я учусь распознавать всякие инструменты по слуху. Организатор и руководитель московского ансамбля камерной музыки Большого театра и его ядра Лундстрим Трио Леонид Лундстрим отмечает, что на этот раз фестивальная программа творческой школы гораздо насыщеннее. Мы здесь не первый раз. Надеюсь, что не последний. В этот раз наша программа, фестивальная программа, гораздо насыщеннее. Потому что в прошлый раз в основном мы только с ребятами занимались. Теперь у нас несколько концертов своих. Династия музыкантов в рамках школы фестиваля проводит мастер-классы. Это среда обитания, так сказать, чрезвычайно важная, когда мы все находимся как бы в одном пространстве, и занимаются тут такие потрясающие мастера, как Леонид Лундстрим, и Владимир Нор, Мария Воскресенская, и дети ходят на уроки друг к другу. Естественно, они прикасаются к мастерству выдающихся профессоров, создания атмосферы, творчества и работы. Это очень важно. Солисты творческой школы делятся своим опытом с юными талантами Республиканской школы искусств. На уроках царит творческая атмосфера, а в воздухе витает множество идей и вдохновения. В прошлом году я получила опыт, поэтому в 3 классе мне сейчас легче играть на скрипке. Солистка творческой мастерской Полина Лундстрим выступала в Австрии, Норвегии, Китае, Израиле и во многих городах России. Участница международных музыкальных фестивалей сегодня занимается Салтаной Кангол, учащейся РШИ. Уроки от мастеров в рамках творческой школы она получает уже второй раз. Я в прошлом году научилась на мастер-классе красиво играть. Скрипка – это король всех инструментов. Мне интересно учиться на скрипке. Второклассник Артыш Мангуш на мастер-классе впитывает знания под чутким присмотром пианистки Марии Воскресенской. Давай сейчас попробуем начать еще раз, так, чтобы левая рука была чуть тише, а правая громче. Давай попробуем. Чуть-чуть тише. Да. А теперь громче. На мастер-классах мастера работают не только с учащимися, но и с преподавателями. По линии специального фортепиано работает Мария Воскресенская. Конечно, это дает для наших ребят и педагогов, преподавателей не только нашей школы, но и республики большой опыт, знания, новые веяния. Еще одно мероприятие в рамках творческой мастерской – встреча с Андреем Геласимовым. Писатель, обладатель множества наград и премий, в том числе и заграничных. Многие из его произведений были экранизированы. 8 лет назад Андрей Геласимов по рассказам его дедушки, участника Великой Отечественной, написал роман «Степные боги».
он написан по воспоминаниям моего деда Геласимова Антона Афанасьевича, который забайкалец коренной, я сам из Забайкалья. И вот он воевал в составе Забайкальского фронта против Квантунской армии в 1945 году. Я написал этот роман уже лет 8 назад. Он получил премию «Национальный бестселлер», переведен на несколько языков. Дорогу в Туву знаменитой творческой школе еще 3 года назад проложил скрипач Петр Лунстрем. Он приехал в республику на юбилей Тувинской филармонии. Помимо выступления в то время музыкант дал мастер-классы для учащихся школы искусств имени Кенденбеля. После этого и зародилась идея проводить подобные занятия с участием и других музыкантов в мастерской Леонида Лунстрема. Айрас Албиамангуш, Азамат Очур, Тува-24. Близится 1 май. Любимый праздник весны и труда. На площади Арата состоится традиционный парад шествия трудовых коллективов. Не за горами и летний оздоровительный сезон для детей. Самое время подумать, где и почем купить путевки. Гость нашей студии – председатель Федерации профсоюзов Тувы Галина Сюрюн. Галина Алексеевна, 1 мая – один из главных праздников в стране, один из самых любимых россиянами. Скажите, как вы считаете, насколько важна эта дата сегодня и какой смысл несет парад шествия? В этом году, к сожалению, некоторые регионы губернаторы запрещают делать, потому что из-за пандемии там немножко в некоторых регионах, мне из Сибирского федерального округа звонили, что в некоторых регионах парада шествия не будет. Но, тем не менее, 1 мая мы уже узнавали в мэрии, в правительстве, 1 мая у нас будет, и парад шествия будет, и концерт будет, и все будет. Скоро лето, в Туве будут открываться лагеря отдыха. Как будет обеспечиваться безопасность ребят, чтобы избежать ковидных вспышек? Наша вот прошлогодняя ошибка, наверное, да, вот этих, которые там дети заболели в результате, это очень печальная история, но тем не менее в этом году, я думаю, что значит, при поддержке наших надзорных органов, потому что требования сейчас к лагерям, к детскому отдыху очень ужесточились, во-первых. Я думаю, что в этом году допускаться не будут. Профсоюзные лагеря наши, значит, это Чагатай, Орленок и Серебрянка. Но Серебрянка, к сожалению, из-за паводка вот в предыдущие годы пришла, значит, немножко в негодность. Сейчас требуется там ремонт, немало вложений денежных средств, поэтому в этом году функционировать не будет. Будут функционировать 2 лагеря, это Орленок и Чагатай. Мы будем принимать, значит, по 160 детей, это мощность лагеря такая, что вот за каждый лагерь, значит, за 3 сезона будет оздоравливать по 480 детей. И в итоге получается 960 детей. Это на нашей совести. На 1-й, на 3-й сезоны, значит, мы принимаем детей от государства. То есть государство, в данном случае Министерство труда и социального развития, значит, у нас они выкупают 1-й и 3-й сезоны. Они по всей Туве, они распределяют эти путевки детям, которые находятся в жизни трудной ситуации, сиротам, полусиротам, опекунам, например, да, вот детям, которые находятся на учете ПДН. То есть 1-й, 3-й сезон за счет государства, 2-й сезон покупать путевки родителям, но там есть кэшбэк. Кэшбэк. Значит, в этом году тоже стартовал с 31 марта программа кэшбэк. Это очень нас стимулирует, потому что наши лагеря старенькие, они уже, видите, 71 года, 75 года постройки, и поэтому они, конечно, приходят, каждый год требуются какие-то вложения в отношении там, ремонта, все прочее. Поэтому мы вынуждены делать 2-й сезон по коммерческой стоимости путевки. Но на сегодняшний день, значит, через сайт «Мир путешествий РФ», значит, очень многие заходят, покупают наши путевки. Это регион Тува находят, и лагерь Чагатай, и лагерь Орленок, и вот покупают сами самостоятельно. Когда через 3-5 дней возвращаются, половина стоимости, 50%, 17 тысяч они возвращаются, к нам с этим документом приходят, взамен получают уже на руки путевки. Видный государственный деятель, кавалер ордена Дружбы народов Чимидержу Андар празднует 90-летие. За заслуги перед республикой глава Тувы Владислав Хавылык наградил юбиляра орденом Буяна-Бадыргы 1-й степени. Это случилось на церемонии открытия выставки в Национальном музее, которая посвящена жизни и деятельности Чимидержу Андара. Как еще праздновала республика юбилей достойного сына Тувы, расскажет Инна Клоян.
Чимит Даржу-Андар – человек с удивительной судьбой. Вся его биография – это труд во благо людей, преданность и любовь к родной земле. Его всегда с особым почтением называли «человек-легенда», «человек-эпоха». Он автор нескольких книг. На этой неделе Чимит Даржу-Баирович представил книгу «Величие России в ее народах». Как можно достичь какой-то уровень общества? А что такое общество? А ты своим трудом, правда? Бездельника человека не будет общество принимать. На этой неделе в честь юбиляра организовали круглый стол, где обсудили цифровую трансформацию отрасли экономики и социальной сферы. Сила инженеров, надо подумать, кто у нас есть активные люди. Надо, чтобы люди, которые были, какие-то были властные структуры такой, и заместитель главы или что-то такое, чтобы у него был весь. В юбилей в Национальном музее организовали выставку. Экспозиция рассказывает о жизни и творчестве Чимит Даржу-Андара. Кадырол Бичилдей отмечает, этот путь Чимит Даржу-Баирович прошел с честью и достоинством. Главная черта его характера – жизнелюбие и уважительное отношение к любому человеку. И сегодня, празднуя свое 90-летие, Чимит Даржу-Баирович нам оставляет и вместе с нами строит. Выставка показывает и вклад Чимит Даржу-Андара в строительство Тувы. Он возводил Национальный музыкально-драматический театр, Кызылский аэропорт, Дом народного творчества, Кызылский домостроительный комбинат, различные жилые дома, школы и детские сады. Гордимся, что такой человек среди нас жил и живет, и будет жить. Чимит Даржу-Андар – председатель Совета министров и Верховного совета Тувинской АСР, народный депутат РСФСР, депутат Госдумы России. Человек, чье имя известно почти каждому жителю республики. Вы родились в Тувинской Народной Республике, но всю свою жизнь связали с развитием Тувинской АСР и Республики Тува в составе России. Вам доверяли самые разные сложные задачи, и везде вы добивались успеха. Чимит Даржу-Андар имеет множество наград. Среди них орден Дружбы народов. Владислав Хавалык наградил юбиляра еще одной – ордером Буяна Батыргы первой степени. Наградить орденом Буяна Батыргы первой степени Ондара Чимит Даржу-Баировича. Даже в юбилее Чимит Даржу-Баирович не перестает думать о процветании родной Тувы. Говорит о развитии промышленности и экономики в регионе. Я очень люблю страну свою. Огромную страну, начиная от Камчатки до Калининграда. И это маленький, красивый наша республика с вами, в которой мы живем сейчас, это Тува. Это уникальная территория. Я был в Америке, там, во всем мире вот так мне удалось 90 лет быть. Но красивее этого нету. Инна Клоян, Шалбан Магуш, Буян Аюн, Буян Салчак, телеканал Тува-24. Мы продолжаем рассказывать о производителях Тувы. Сегодня герой нашего материала – мастер по изготовлению мебели. Эртенен Дарол любимым делом начал заниматься 8 лет назад. Первый заказ – кровать – сделал так, что отбоя от клиентов нет и по сей день. Как сам процесс работы происходит. Не каждая швейная машина может работать с мебельной тканью. Эртенен Дарол искал свою профессию 20 лет. Пробовал себя в нескольких сферах, пока не понял, что производство мягкой мебели – это дело его жизни. Этим мастер занимается уже 9 лет. Когда начал заниматься производством, то, соответственно, я начал получать удовольствие. Прежде чем начинать свое дело, Эртенен Дарол изучал рынок, обошел все магазины, оценил выбор продукции, качество и цену. Начал бизнес с корпусной мебели, но быстро понял, что здесь высокая конкуренция, так и перешел на производство мягкой мебели. Люди часто сталкиваются, приходят в магазины наши, но они не видят той мебели, которую бы хотели. И приходится им тогда ехать за Саяново, Абакан, ехать в Новосибирск, Красноярск. Некоторые в Китай уезжают и находят там что-то. То есть это огромные затраты. За 9 лет производства и реконструкции мягкой мебели Эртенен Дарол изучил, кажется, все. Налажен контакт с поставщиками тканей, поролона, мебельных декоративных нитей. Проекты заказа мастер составляет с каждым клиентом индивидуально. Продумано все, вплоть до пуговиц. Вот у нас получилась идеальная пуговица.
Довольные клиенты рекомендуют мастера знакомым и друзьям. Вот так. Я сейчас, правда, не помню, через кого-то познакомили, мне номер дали. Да, я познакомился, потом поехал в Сертине. Да, показал свою работу человек, да, мне понравился. Так диван, сама диван стоит дорого. Для этого обратился, вот человек сделал мне, я доволен от него. РТН «Ондарол» делает не только диваны и кровати. Бывают и заказы от любителей экстремального отдыха. Так мастеру пришел заказ на реконструкцию сидения снегохода. Клиент остался доволен. По-соседски обратился, знал, что он там посоветовали, что хорошо шьет, переделывает. И обратился, и он мне сделал. Все мне устраивает, все прекрасно. И друзьям советую. Несмотря на немалый опыт изготовления мебели, РТН признается, что каждый день узнает что-то новое, так и совершенствуется. А главное, люди довольны. Алдын Казбуян, Чайхан Донгак, Айдана Сенденма, Тува, 24. И на этом у меня все. До встречи в эфире.